Юнусбек Евкуров в зимнем саду администрации главы Ингушетии встретился с лучшими врачами республики. Все они разной специализации, но объединяет их одно. В оказании медицинской помощи населению они преуспели больше всех. В непринужденной атмосфере представители здравоохранения поделились с главой региона своими достижениями. Хирурги, ортопеды, неврологи и многие другие в зимнем саду администрации главы Ингушетии собрались как опытные врачи, за плечами которых не один год работы, так и молодые специалисты. Фариза Угурчиева закончила учебу только 2 года назад, а сегодня она уже работает врачом в детской поликлинике. Также Фариза проходит практику в реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями здоровья. К нам вот часто приезжают врачи с научно-исследовательского института, именно Генриха Ивановича Тульмера. Вот мы с ними взаимодействуем. У нас вот современная методика ведения, как раз-таки основное заболевание, которое встречается у детей, это врожденная косолапость. И вот самая современная методика – это методика лечения по пансете. То есть хирургическое вмешательство мы теперь не проводим. То есть у нас есть возможность консервативно лечить этих детей. То есть хороший результат у нас есть, да, получается. В ходе общения Юнусбек Евкуров напомнил всем собравшимся, что руководство республики уделяет повышенное внимание развитию здравоохранения. Свидетельством этому служит и то количество новых объектов, которые открываются в регионе каждый год. По количеству введенных в эксплуатацию учреждений с современным оборудованием здравоохранение уступает разве что образованию. И это, по словам главы субъекта, обязывает медицинский персонал работать еще лучше, чтобы жители республики могли получить квалифицированную медицинскую помощь. Довольно большой объем работы делаем по совершенствованию базы материально-технической, даже учебной базы по линии здравоохранения. Если брать там после образования, здравоохранение у нас на 2-м месте по насыщенности строительства объектов. Поэтому это внимание к вам, чтобы вам было легче работать. Ну и, конечно, понимание того, что люди должны получить более совершенные услуги от вас. Также глава республики затронул тему непрофессионального подхода к работе некоторых медицинских сотрудников, а точнее грубое отношение к пациентам, хотя бывают случаи и необоснованного обвинения. Руководитель субъекта отметил, что представители здравоохранения, как никто другой, должны в первую очередь проявлять вежливость к больным, ведь лечение начинается с доброго слова. Больше работать со своим персоналом. Сегодня процентов 60, я вам скажу, недовольство населения – это хамство. Просто хамское поведение. Вот здесь я попросил бы все-таки поработать и принять самые действенные меры по отношению к тем, кто себя так ведет. Глава региона подчеркнул, что ему очень приятно, что наши молодые врачи возвращаются в свою республику и ведут здесь активную врачебную деятельность, тем самым поднимая уровень медицины. По его мнению, необходимо постоянно совершенствовать работу и внедрять в лечебный процесс новые технологии. Здесь надо работать, здесь надо максимально вытащить, посмотреть, увидеть, что такое новое. Если мы высокотехнологично делаем какие-то вещи, операции, там другие, что-то такое надо сделать в республике, чтобы к нам приезжали из соседних республик, из других субъектов, и у нас получали бы эти услуги. В завершении встречи врачи выразили благодарность главе региона за внимание, оказываемое развитию здравоохранения Ингушетии и личное участие в решении существующих проблем. Хусейн Гагиев, Юсуп Ханиев, Ахмед Парчиев. Новости 24.